Да. Добрый день, уважаемые участники. Продолжаем серию вебинаров. Перед тем, как начать, хотелось бы знать, хорошо ли нас слышно и видно. Будьте любезны тогда в чате как-то нам об этом сообщить. Так, видео нет. Слышно и видно. Слышно и видно. Слышно и видно. Да. Так, ну все, да, ответили. Еще раз всем, если слышно и видно, это очень хорошо, учитывая, что час пик. Начинаем свою работу. Еще раз всем добрый день. Хочу напомнить всем слушателям и присутствующим, что продолжаем серию вебинаров, посвященных развитию национальной системы квалификаций, развития этой системы квалификаций и внедрения квалификаций на территории Республики Коми. Почему, собственно говоря, эта тема имеет право на жизнь, продолжает свое существование? Хотелось бы отметить, что с 1 января, напомнить вернее, что с 1 января текущего года, 2020, применение профессиональных стандартов для многих профессий, специальностей приняты обязательными. Поэтому, если же организации, которые до сих пор еще, в принципе, не прониклись этой проблемой, этой ситуацией, хотелось бы еще раз напомнить, что этот момент очень и очень важен. Поэтому сегодня у нас состоится разговор об организации проведения независимой оценки квалификаций на площадках Центра оценки квалификаций и экзаменационных центров. Что это, собственно говоря, такое? Значит, по многим профессиям внедрены профессиональные стандарты. На сегодняшний день профстандартов 1364, если не ошибаюсь, но каждый день происходят изменения, каждый какой-то период времени происходит регистрация в реестре этих профстандартов, и они имеют право на жизнь. Поэтому кто в какой области не работает, в каких отраслях не работает, хотелось бы, чтобы постоянно вы отслеживали этот момент. Особенно это касается работников и руководителей кадровых служб, которые будут докладывать об этом своим руководителям, своим работодателям, о том, что по их профессиям, которые используют они на своем производстве, в своих технологиях, уже существует профессиональный стандарт. Профессиональный стандарт – это документ, который на сегодняшний день определяет и предопределяет профессиональный уровень работника, где описаны умения, навыки, требования к образованию, уровень подготовки, профессиональной компетенции и так далее. Если говорить о том, что раньше в единых тарифных информационных справочниках мы имели разряды, ну, допустим, вот в той же профессии, как принято постоянно говорить, там, вспоминать такую профессию, как сварщик, к примеру, то сегодня разрядов нет. Сегодня есть уровни квалификации, которые обладает работник для себя. Для того, чтобы определить этот уровень профессиональной компетенции, мало того, что пройти какое-то обучение, пройти аттестацию, пройти еще какой-то уровень профессиональной подготовки, как бы там ни было, да, это совершенно верно, это все нужно. Но чтобы оценить сегодня уровень профессиональной компетенции каждого работника, необходима сегодня независимая оценка квалификации. Поэтому, если говорить, если говорить о том, что это что ж такое? Так, наверное. Хотел быстро переключить, не совсем получается. Вот. Вышел закон 238. Вот вы видите сегодня на слайде сейчас, что в организации этой работы, по реализации этой процедуры независимой оценки квалификации в 2016 году был издан закон
в 16-м, 3.07, и с 1 января 2017 года он вступил в силу о независимой оценке квалификации. Методическое обеспечение формирования и развития республиканской независимой системы квалификации, введение конституционной организационной методической поддержки. Это то, что касается, собственно говоря, методического центра как такового, которым я руковожу. Но вот этот федеральный закон 238 говорит о том, что независимая оценка квалификации – это обязательная процедура практически для всех. Особенно это касается тех профессий, которые сегодня относятся к опасным производствам, у которых не совсем совершенна оплата труда. Все это влияет и на пенсионные начисления, когда будет оформляться пенсия. И я считаю, что ни в коем случае затягивать нельзя руководителям, работодателям, кадровым службам для того, чтобы привести все это дело в соответствие. В Республике Коми существует региональная модель национальной системы квалификаций, которая, собственно говоря, может быть рассмотрена в таком виде. Вот вы видите на слайде, что сколько участников этого процесса, но самое главное, что у нас есть в республике, это Координационный совет при главе по развитию национальной системы квалификаций, методический центр, который создан при Республиканском институте развития образования. И все участники этого процесса – это и Союз промышленников, предпринимателей, работодателей, региональные объединения, профессиональные союзы, соискатели как таковые, сами, что проходит независимую оценку. Ну, сам, естественно, Институт развития образования, Министерство труда, Министерство образования Республики Коми – это все участники, которые являются в этой модели. Поэтому я считаю, что у каждого есть своя функциональная какая-то определенная обязанность, ответственность в этой ситуации. Координационный совет, который возглавляет глава республики, он составляет план работы, составлена дорожная карта до 2024 года, по которой мы работаем сегодня и определяем, какие моменты нам нужно для себя выстроить для того, чтобы эта система развивалась, ну, по крайней мере, успешно. Но в этой части что бы хотелось сказать, что не все еще понимают до конца важность этого момента и применение профстандартов, которые влечет, о чем мы сегодня говорим, главное о независимой оценке, которая все-таки единственная модель, которая сегодня оценивает профессиональный уровень и профессиональные компетенции соискателя. Многие работодатели и сами работники всегда ссылаются на то, что это, собственно говоря, не совсем обязательно, не совсем это, допустим, нужно, я пройду там повышение квалификации или обучение в учебном центре, и на этом, собственно говоря, будет достаточно. Поверьте мне, наступит тот момент, когда вопрос станет о начислении вам пенсии, когда вопрос станет вы требуете, вы рассчитываете на какую-то заработную плату, естественно, в сторону увеличения, которая может быть определяться только уровнем вашей профессиональной компетенции. Никак не за красивые глаза, это однозначно. Поэтому для того, чтобы эти все моменты в вашей жизни присутствовали, я считаю, что независимую оценку квалификации нужно проходить обязательно каждому. И работнику, и выпускникам средних профессиональных образовательных организаций, и кто выпускается сегодня и в высшей школе. Естественно, после института, университета и так далее. Почему я сказал, что и выпускникам вузов, и техникумам это необходимо? Да, действительно. Если еще для выпускников среднего профессионального образования в дипломе указано его образование, естественно, и указана, собственно говоря, профессия. Среднетехническое образование,
техник, технолог, ну, условно, сварочного производства, или техник, вернее, технолог по там, приготовлению пищи, условно, да, и так далее. Естественно, и на ту профессию у нас есть профессиональные стандарты, где расставлены все точки в части определения их уровня компетенции. Поэтому, зная, что существует профстандарт по этим профессиям, я считаю, что обязательно нужно проходить эту независимую оценку. Кроме того, выпускники, они, как правило, учитывая, что это требования к образованию есть, образование есть, профессия есть, а подтверждение профессионального уровня своей подготовки, как его можно определить в принципе. Поэтому, если выпускник проходит независимую оценку, он подтверждает, что мы, собственно говоря, и делали уже в 2019 году, в прошлом, когда независимую оценку квалификаций сопрягали с государственной итоговой аттестацией, и многие ребята проходили эту аттестацию, вернее, независимую оценку, и получали сертификат, который подтверждал их профессиональный компетентный уровень. Поэтому и это всегда являлось приоритетом для приема на работу. Это работодатель, видя, что соискатель на работу, то принимались какие-то определенные, значит, приоритеты, что человек пришел уже с подтвержденной своей квалификацией. И не нужно было тратить время там на какие-то процедуры в виде наставничества условно, хотя это и в любом случае, наверное, должно быть присутствовать, когда молодой человек приходит на производство. Вот, если это особенно еще связано с опасным производством. Вот. А опасных производств очень много, поэтому я считаю, что, подтвердив свою квалификацию, человек имеет право на те привилегии и те моменты, которые указаны и в Трудовом кодексе, и, естественно, связано с его дальнейшей деятельностью, и начислением пенсии, там, ну и так далее. Вот мы сегодня видим модель системы независимой оценки квалификации, что вот федеральный закон 239 у нас есть и 251. 239 это 251 это у нас льготные преференции в части налоговой для работодателей, потому что если работодатель направляет сотрудника своего, соискателя на независимую оценку и тратит определенные, естественно, средства, он получает налоговые преференции в части своих затрат на эту процедуру. Поэтому 238 это сам закон о независимой оценке. Вот. Ну и 239 изменения в Трудовой кодекс, где в связи с принятием этого федерального закона, а какие там изменения? Это в части, опять же, тех опасных производств, к которым относятся эти работники. Там все прописано очень, собственно говоря, подробно. И статья вот в этом 239 в Трудовом кодексе гласит о гарантиях и компенсации работникам, которые направлены работодателем на прохождение независимой оценки квалификации. Это компенсация работникам в части их затрат, которые, значит, и предоставляется оплачиваемые отпуска для прохождения независимой оценки, потому что это нужно отсутствовать на производстве какой-то части, там несколько дней, допустим. Ну, как правило, если проходить и теоретическую, и практическую часть, то это как минимум 2-3 дня. Это как уже организовывает или Центр оценки квалификации свою процедуру. Ну, об этом подробно скажет нам и Татьяна Васильевна Громадчикова. Кстати, я вот, к сожалению, не с самого начала представил, но я, собственно, скажу уже позже, да, кто с нами будет сегодня работать. Поэтому она более подробно уже с практической точки зрения, собственно говоря, расскажет, как это происходит на самом деле. Тем более является директором Центра охраны труда Северо-Западного региона, это город Печора. Вот это экзаменационный центр по охране труда и оценке охраны труда специалистов и социальных работников. Да. Я понимаю, да? Специалистов по охране труда и да.
социальных работников? Нет, работников центров занятости. Центров занятости, прошу прощения. Там социальная сфера, они Пересекается немножко, пересекаются, да. да? Так, ну это вот, собственно говоря, Сами я сделали. понимаю, что для того, чтобы вот это весь материал, он нужен, конечно, в первую очередь руководителям и руководителям кадровых служб. Если кадровик прекрасно озадачен и понимает, что насколько ему нужно спасти своего руководителя в дальнейшем от всех моментов, да, потому что там есть и определенные санкции, когда не внедряются и применяются профстандарты на производстве. И когда мы говорим, опять же, возвращаясь к профстандартам, потому что это основа, у нас в Республиканском методическом центре разработаны методические рекомендации по применению и внедрению профессиональных стандартов в организации. Они есть на сайте у нас, они выглядят таким образом, они есть у нас и на сайте КРИРО, и на сайте РМЦ КРИРО, где четко и ясно можно посмотреть в оглавлении, там каждый шаг прописан, что нужно делать, какие действия совершать, и если это в течение определенного, не совсем длительного времени, то можно все применить у себя на предприятии и безошибочно все сделать. Это просто расписано для руководителей и кадровиков, чтобы меньше было ошибок в своей работе, чтобы можно было эту работу пошагово это все, собственно говоря, и организовать. Какие задачи? Во-первых, человек, который прошел независимую оценку, и говорят о какой-то там профессиональной мобильности работника. Что значит профессиональная мобильность? Человек, имеющий, подтверждающий свою профессиональную компетентность, и это подтверждено его сертификатом определенного уровня, он прошел независимую оценку, он может всегда, так сказать, предлагать себя на рынке труда, что, собственно, сегодня и происходит, но происходит с разной степенью у каждого, потому что, не будем греха таить, что где-то и приходится договариваться, и люди идут, и работодатели идут на какие-то послабления, непонятно, правда, для чего, но беря человека на работу, понимает, что он еще не соответствует той квалификации, которая и тем трудовым функциям, которые, собственно говоря, он должен выполнять. А на основании профстандарта, на основании независимой оценки, он уже четко понимает, что он, если он прошел, конечно, положительно все это дело, он будет соответствовать тем требованиям, которые ему работодатель, собственно говоря, предлагает. Так что вот здесь прописано в этих задачах и повышение конкурентоспособности на рынке труда лиц, прошедших оценку, подтверждение соответствия квалификации соискателя и так далее. Чтобы тут четко каждый понимал, что такое сегодня квалификация, что такое сегодня профессия, образование и так далее. Я думаю, что каждый из вас это все прекрасно понимает. То есть там не нужно путать, хотя есть и общие какие-то моменты и так далее. Естественно, требовать от работника можно, конечно, его квалификации и так далее. Во-первых, он в первую очередь сам заинтересован. Работодатель, само собой, прошу прощения, а сам соискатель, сам работник, он сам в первую очередь должен быть заинтересован, чтобы подтвердить свою квалификацию, чтобы он четко мог предлагать свои услуги и, так сказать, рассчитывать на определенную зарплату, на определенный карьерный рост и так далее. Что нужно делать? Нужно постоянно, естественно, учиться. Условия для работников для непрерывного образования. Во-первых, если работник проявляет себя, естественно, с положительной стороны, то ему и работодатель создает такие условия, и сам работник, тем более учитывая сегодня век IT-технологий, можно это делать практически беспрерывно. Беспрерывно. Я считаю, что это удел сегодня любого человека, который сегодня участвует где-то в трудовых процессах и так далее, на любом производстве. Повышение его квалификации, его профессиональной компетентности, это происходит постоянно. Должно, вернее, происходить постоянно. Не повторяю, что национальная система квалификации, независимая оценка квалификации – это процедура, подтверждающая соответствие квалификации соискателя с учетом положений всех профессионального стандарта. Задачи, основания,
независимость, институтские рамки и так далее. Так, я считаю, что тут, ну, собственно говоря, если кто из работодателей или же руководителей кадровой службы ознакомиться с законом этим 238 федеральным, там четко и ясно все прописано, чтобы не повторять. Ну и какие, собственно говоря, в принципе вообще независимой оценки квалификации. Если говорить сегодня о добровольности, да, действительно, каждый имеет право добровольно проходить эту независимую оценку, но есть профессии и рабочие места и должности, которые занимают, которые обязаны проходить эту независимую оценку, обязаны подтверждать свой профессиональный уровень. Это тоже все прописано и в законе 239 и 238 независимой оценки. Ну, естественно, когда человек подтверждает свою компетентность, он, естественно, себя и чувствует, ну, собственно говоря, намного, будем говорить, комфортнее на производстве и так далее. Открытость, достоверность, информация, мы это уже говорили. Потом защищены права соискателя, обеспечивают конфиденциальность в отношении персональных данных. Ну, это при организации процедуры, это, наверное, Татьяна Васильевна там уже расскажет, что насколько конфиденциальность всех данных, которые соискатель обнародует, вернее, дает при оформлении документов, когда заполняет заявление, когда происходит процедура, что это все, конечно, защищено законом, и никаких там сомнений в этой части не будет. Ну, схема федерального закона применения профстандартов в сфере оценки указано, что это сегодня, ну, Национальный совет, это понятно, мы говорим уже о национальном агентстве, и вот мы смотрим Национальное агентство развития квалификаций создано при Российском союзе промышленных предпринимателей. Мы представляем своим республиканским методическим центром представляем как бы НАРК сокращенно на местах, вот. Ну и региональные работодатели республики тоже представляет Российский союз тоже здесь. Ну вот советы СПК. Совет профессиональной квалификации – это схема, когда они дают право открывать центры оценки квалификации, экзаменационные центры. Вот, они, центры, если ты решил создать центр оценки квалификации или экзаменационный центр, обращаются в СПК, и они полностью пакет документов оформляется, подтверждается, обучаются эксперты и так далее, входят в реестр, ну и там уже идет уже работа эта самая. Все это обозначено постановлением правительства еще от 2016 года за номером 1204. Какие правила проведения центром оценки квалификации, независимой оценки в форме профессионального экзамена. Это тоже все в этом постановлении правительства прописано. Отличие от независимой оценки, отличие от аттестации персонала. Ну, конечно, это абсолютно разные вещи. Но если говорить аттестация обязательность, как она проходит, вы лучше меня знаете, да? В данной ситуации независимая оценка квалификации – это добровольность. Но добровольность не для всех. Не для всех. С каждым буквально днем сокращается количество тех профессий, по которым эта добровольность заканчивается. И наступает период обязательности. Если с 1 января 2020 года, как я уже говорил, идет обязательность для многих профессий, а если есть профстандарт, это почти 400 профстандартов, поэтому я думаю, что, хотя, конечно, профессий больше, но если говорить в области, допустим, медицины, и, там, других каких-то моментов, вот, и энергетики, того же там сварочного производства, нанотехнологий, вот, лесной отрасли, вообще все обязательно. Но почему вот эти производства, эти отрасли, собственно говоря, не совсем проявляют к этому такое, так сказать, внимание, очень, к сожалению, это есть. Вот. Что такое аттестация? Аттестация приходит человек, это конкретные требования самого работодателя, которые он считает нужным предъявлять к работнику, а уже в независимой оценке и квалификации это и профстандарты, как я уже говорил, квалификационные требования, утвержденные, установленных
законодательством порядке. Ну и, естественно, в плане, опять же, возможность использования результатов оценки, отсутствие ограничений, обеспечивается единый методический подход к оценке кадровых ресурсов. То есть все для оценки условия абсолютно одинаковые. Вот. И что нельзя сказать при аттестации? Имеется определенная при аттестации существенные ограничения, и подход к разному человеку разный, да? То есть я за аттестацию в данной ситуации даже ничего не могу говорить, потому что считаю, что этот процесс, который он себя отжил, и его в априори не должно быть вообще. Сегодня независимая оценка – это единственная модель, которая может сегодня оценить профессиональные компетенции работника. Вот. Ну, для соискателя, для работника, для любого работника, для выпускника вуза там, или техникова, среднее профессиональное образование, да, вот. Ну, что это? Это, во-первых, подтверждение признания своей квалификации вне зависимости от способа получения. Да, вы имеете образование, но хорошо ли вы учились или плохо, это уже отдельная тема. Но насколько человек себя чувствует профессионалом в деле, он может подтвердить, еще раз говорю, только независимо от оценки квалификации. Вот. Повышение шансов на рост зарплаты, как я уже говорил, допуск к определенным видам работ, определенный, да, потому что вот был пример, когда человек пришел, проходя независимую оценку и претендовал на 4-й уровень. И в процессе он заявил себя на 5-й, а в итоге практически он был готов на 6-й уровень. И подтвердил, и получил сертификат. И насколько мы потом уже отслеживали этот пример для себя, этот товарищ, он, во-первых, получил повышение по службе, стал получать, естественно, другую зарплату, ну и так далее. Ну и что это дает работодателю? Ну, во-первых, для работодателя это более спокойствие какое-то определенное. Работодатель не тратит массу времени, денег, средств, каких-то еще определенных механизмов для того, чтобы быть в сомнении, насколько профессионально и качественно выполняют сотрудники те порученные задания, которые он им предложил, да, в данной ситуации. И когда он знает, что человек соответствует своему уровню, у него, естественно, он больше способен, он и спокоен, он не тратит средств и времени там, на их, опять же, обучение какое-то дополнительное и так далее. Да? Вот. Ну, контроль, когда человек проходит независимую оценку, естественно, там уже и работодатель намного спокоен в этой части. Какие приоритетные вообще направления у нас, когда мы их рассматриваем для себя? Вот эти советы профессиональной квалификации, при которых создаются центры оценки, экзаменационные центры по отраслям, их на сегодняшний день 39. Но их очень достаточно много. Ну, примеры я возьму там, допустим, в сфере СПК, в сфере нанотехнологий, да, или там в сфере космоса. Ну, у нас таких производств в республике нет, и поэтому мы из 39 для себя выбрали приоритетные, которые на самом деле отрасля, которые у нас присутствуют на нашей территории, в нашем регионе. Вот. Очень много работников в области сварки, есть СПК. Нефтяной отрасли очень много. Ну, достаточно, вы понимаете, нефтяная республика. В области управления персоналом очень много сотрудников работает. Ну, вот если говорить сегодня, да, по мониторингу специалистов, где-то около управления персоналом, где-то около 8 тысяч работающих. Это вполне прилично. Потом в горно-металлургическом комплексе это наши бокситы, наши шахты и так далее. Финансовый рынок. Очень много сотрудников, которые работают в этой сфере. Но, кстати, вот в финансовом рынке, я не сказал за сварку, в области сварки у нас создан Центр оценки квалификации. В области финансового рынка у нас создан Центр оценки квалификации. И создан Центр оценки квалификации офисных и административных работников. И кроме этого у нас еще 9 экзаменационных центров, которые в части нефтяного комплексе
нефтяном комплексе. Затем, так, информационные технологии мы планируем, рассматриваем возможность создания, ну, хотелось бы, конечно, центр оценки квалификации, потому что сотрудников очень много в этой области, которые должны подтверждать свою квалификацию. В жилищно-коммунальном хозяйстве. Ну, жилищно-коммунальное хозяйство – это отдельная история, когда вот работающих на сегодняшний день в Республике Коми около 15 тысяч. Это очень большая армия людей, которые работают в этой системе, которые практически, ну, будем говорить так, не совсем всегда готовы подтвердить свою профессиональную компетенцию. И для этого, я считаю, ну, это мы будем уже, конечно, с руководством республики, с новым правительством, с министром будем эту проблему решать и будем, собственно говоря, просить для того, чтобы все-таки найти организацию, которая создаст в Республике Коми вот этот центр оценки квалификации, ну или в крайнем случае экзаменационный центр. Целлюлозно-бумажной промышленности, буквально об этом говорим, тоже работников лесной отрасли. И в этой промышленности достаточно много сегодня. Республика лесная очень много привлекается туда людей, но качество уровня подготовки их людей, поэтому мы тут уже перейдем в другой момент, не очень такой лицеприятный, когда люди не совсем профессионально подготовленные. И вот и Татьяна Васильевна об этом скажет, что очень много травм, очень много нарушений, очень много несоблюдений правил всех и технических, и трудовых функций, и в части охраны труда, безопасности самой и так далее. Вот я считаю, что здесь просто вот этот экзаменационный центр, или же в крайнем случае, ну, это в крайнем случае, или же центр оценки квалификации необходим. В электроэнергетике тоже приоритетно, очень тоже много работников в республике, в системе энергетики, но они как-то обособлены, у них такая свои корпоративные правила, поэтому как-то так не всегда, ну, будем говорить так, они считают, что они своих работников, ну, там действительно отдать должное, что они очень серьезно относятся к профессиональной подготовке своих специалистов, аттестации их и так далее. Тут как бы еще это самое. Но хотелось бы, конечно, чтобы тоже свой ЦОК в республике был. Вот в сфере безопасности труда и социальной защиты занятости населения. Вот сегодня присутствует Громадчикова Татьяна Васильевна, которая является директором вот этого ООО «ЦУД», город Печора, он находится, но она о своей работе расскажет, я это мысленно упускаю, она будет говорить сама за себя. В части железнодорожного транспорта, вот вы не представляете, что когда буквально, ну, условно, год назад определялась потребность в профессиях, и РЖД заказала у нас около больше 2500 помощников машинистых этих локомотивов. Мы Почему? готовили их раньше. Не, мы их готовили, но их сейчас заказывают такое количество людей, чтобы сегодня обучить их. Для чего? Ну, это или на Северный ход, или под Арктику. В общем, какие-то серьезные такие производственные проекты. В части лифтовой отрасли, да, мы определяли для себя в лифтовой отрасли в сфере вертикального транспорта, определяли то, чтобы хотелось создать центр оценки квалификации у себя, потому что здесь вот как раз это та отрасль, которая обязательная для прохождения независимой оценки и подтверждения профпригодности, вернее, профкомпетентности. Почему? Потому что, оказывается, законом определено, что обязательная аттестация профессионального экзамена, это однозначно. Но у нас работников в Республике Коми всего лишь где-то в районе 85 человек. Всего. На всю Республику Коми, которые имеют допуск к лифтовому хозяйству, их обслуживанию и ремонту. Поэтому независимую оценку они понимают, что они должны проходить, и они проходят сегодня в городе Киров. То есть у нас создавать для такого количества, может быть, смысла и не совсем есть, но, по крайней мере, как-то происходит так. Сегодня они проходят, ну, насколько я знаю, руководителей лифтовых, кто занимается сегодня фирма,
лифтовом хозяйстве, их ремонтом, техобслуживанием, что они довольно-таки периодически отправляют своих сотрудников для прохождения независимой оценки квалификаций, и они проходят и получают сертификаты. Не все сразу, есть такие, которые дают рекомендации, они проходят определенное время, через определенное время, там месяца 3, там полгода, они повторяют это. Ну и в сфере образования. В сфере образования это отдельная история. Сегодня, конечно, необходимо, но я не берусь там комментировать до конца. Я знаю, что там не совсем много сегодня профессиональных стандартов. Их было 10, осталось сегодня 6. 4 вернули по пробелу сегодня их как-то там, да, дорабатывают, они не прошли там определенную регистрацию в Минюсте, поэтому в этой части это самое. Но Институт развития образования КРИО, на территории которой мы находимся, он занимается и масса других организаций дополнительного профессионального образования в части с преподавателями, с педагогами, с учителями и дошкольных учреждений, и школьных учреждений, среднего профессионального СПО. То есть этот процесс идет, и я считаю, что, не берусь судить, но, по крайней мере, он идет успешно, я полагаю, да. Вот. Так что это вот такие приоритетные направления, по которым бы нам хотелось бы иметь центр оценки квалификации и экзаменационный центр для прохождения независимой оценки. Вот. Сейчас для того, чтобы... какими наделяются полномочия Центра оценки квалификации? Вы знаете, вот в этом законе 238, там так все подробно прописано, схемы, которые есть. Да, идет интегральная схема, начиная от СПК, создание отсока, какими полномочиями он наделен, и сама процедура, это об этом скажет Татьяна Васильевна, еще с какого момента начинается прием заявлений, как это все оформляется, какие процедуры он проходит, что проверяется, и как назначается период экзамена теоретического, практического, в зависимости от, я так думаю, у вас там же нет практических. Никаких есть. тоже практически есть, да? Обязательно. Да, когда проходили независимую оценку по циклу финансового рынка, у них только теоретический экзамен. Дают практические задания, но это все входит в их процесс экзамена. В один экзамен входит, да. Поэтому я считаю, что наделение полномочиями ЦОК это не так уже, так сказать, нужно кадровикам или руководителям, это уже руководителям самих центров, ЦОКов и экзаменационных. Вот. Какие правила? Правила простые, прописаны в законодательстве, никаких. Если вам, конечно, не понравилось, вы не согласны с заключением, тем более, понимаете, тут чем отличается от тех же аттестаций и все прочее, да, тут отсутствует практически полностью человеческий фактор. Вот вы сели перед компьютером, получили задание, вы его выполняете, никто не имеет права вмешиваться в ваш процесс, поэтому как вы сделаете, так вы и сделаете. Единственное, для чего нужен эксперт, человек, специально присутствующий на экзамене профессиональном, который следит за всем процедурой, чтобы у вас была бумага, ручка, карандаш, отсутствие телефона и, естественно, только это самое. Сколько ошибок? Я думаю, там ошибок, грубо там, если проходили по сварке и по финансовому, где-то из 20, условно, там 5 вопросов, 80% допускаются. 1-2 допускаются ошибки. Да. Правильных и 20 неправильных. Нет, 20 правильно. 80%. Да. 80, да. 80% правильных. Поэтому 20%. это я считаю, что тут это уже касается специалистов, которые этим вопросом занимаются. Кто будет создавать СОК, я думаю, что та информация, о которой мы говорим, ей достаточно, недостаточно, но когда это серьезно, вы можете к нам обратиться, мы подскажем полностью процедуру, как это делается и так далее. Что мы проходили уже и по сварке, и по финансовому рынку, и так далее. Вот. Какие результаты? Результат один. Человек понимает, что он подтверждает свой профессиональный уровень. Его профессиональный экзамен, который он сдает, естественно, положительно
определяет его профессиональную компетенцию. Хотя есть много споров в отношении вот этого определения там, профессиональной компетенции, это правильно звучит, это неправильно, там словосочетание и так далее. Но оно звучит вполне достаточно и убедительно, что все-таки профессиональная компетенция – это тот уровень подготовки соискателя, ну, работника, который претендует на определенный уровень своего, так сказать, рабочего места, на котором он находится. Ну, что еще? Попадаете в реестр, кто прошел положительно, получает свидетельство о квалификации, попадает в реестр системы независимой оценки. И вот у нас даже был случай, когда молодой парень прошел независимую оценку, подтвердил 4-го уровня квалификации, и буквально его пригласили на работу в Западную Сибирь. Сегодня человек работает, да, это вполне серьезно, он выпускник политехнического техника, если не ошибаюсь, или лесотехнического, лесного, наверное, СЖВ, который защитился, вернее, прошел независимую оценку, буквально через какой-то, он работал здесь, на одном из предприятий республики, сварщиком, пригласили на работу, и он сейчас там успешно, и как бы там, если верить тому, что говорят, он уже там, чуть ли не мастер какого-то участка, то есть человек вырос. Это все благодаря, я считаю, вот его трудолюбию, его подходу к этому, он серьезно к этому отнесся и любил эту профессию тогда. Ну, то, что я говорил сегодня, у нас Центр оценки квалификации, это и в Лукойле есть экзаменационная в части операторов добычи нефти и газа, это 4-й, 5-й уровень. А на Навскоме там очень много профессий связано со сварочным производством, консультант плюс коме, это бухгалтер 11 квалификаций оценивают. Это тоже очень серьезно. Я считаю, что вот и руководитель, консультант плюс коме и руководитель Центра оценки квалификации – это очень, очень грамотные, очень люди, которые вложили душу, можно сказать, в эту работу по созданию этих своих центров. Вот. Ну и вот очень отрадно, что в этот процесс подключился и Сыктывкарский политехнический техникум наш, на базе которого уже создан экзаменационный центр по индустрии красоты. Он проводит оценку в форме экзаменов, значит, по квалификациям парикмахера, потом модельера, мастера по маникюру и так далее. Ну, как бы там казалось бы, ну, что там, да, сложного. Оказывается, не так все просто, потому что очень много людей учатся на эту профессию, по этой специальности, поэтому я считаю, что оценивать себя, у них немножко был такой, они проводили конкурсы, где они могли участвовать, проявлять себя и присваивались какой-то уровень там их профессионального мастерства и так далее. Сегодня это можно пройти на базе политехнического техникума. Очень отрадно, что они сейчас прорабатывают вопрос, тоже они занимаются подготовкой ребят по специальности автодела. Там целая крупненная группа профессий, специальностей в этой части, тоже хотят открыть экзаменационный центр. Мы в этой части им, естественно, поможем. Да, потому что это все происходит практически на базе образовательной организации. Это очень важно. Это очень важно, потому что те ребята, которые заканчивают, во-первых, поэтому они уже могут автоматически, мягко говоря, участвовать там в процедуре профессионального экзамена, ну и так далее. И очень отрадно, что у нас, вот я подхожу к тому моменту, когда передам слово Татьяне Васильевне Громадчиковой, директору Центра охраны труда Северо-Западного региона, красивое название, длинное, проводят по профессиональный экзамен по квалификациям. Это специалисты по разработке и внедрению системы управления охраны труда, 6-й уровень. Но это высокий, считается, у вас, да? Да. В принципе, Да, это да, на уровне да. руководителя Руководитель службы службы. 7-й уровень. Ага, руководитель службы 7-й. Ну и специалист по охране труда. Ну и, да, 6-й. 6-й уровень. Так что, Татьяна Васильевна, вот вам слово, пожалуйста. Нам от вас что бы хотелось услышать? Можете вот давайте сюда, чтобы... Так, ну, с экзаменационным центром мы заканчиваем. Методический центр направления, если кто на сайт зайдет, все это увидит.
методические ресурсы. Я вот говорил по поводу рекомендаций в деятельности организации, вот применение профессиональных стандартов, это все можно увидеть у нас, даже пройти вот по этой ссылке можно пройти обучение. Ну, спасибо за внимание, это наши все контакты, вот, по которым можно связываться и получать от нас информацию. Ну, в данной ситуации тогда я передаю слово Татьяне Васильевне Громадчиковой, она расскажет о деятельности своего центра и как она к этому пришла и какие результаты на сегодняшний день. Спасибо. Добрый день, коллеги. Очень приятно, что меня пригласили вот на этот вебинар. И вопрос очень сейчас, на текущее время, это очень важный вопрос по квалификациям. Мы занимаемся безопасностью труда, как обучением, так и разработкой систем управления охраной труда и оценка квалификации человека, специалиста, профессионала много-много значит в нашей жизни. Ну, что такое профессиональная квалификация? Это ступень подготовленности работника к выполнению того или иного вида, определенного качества и сложности. Система конкретных знаний, умений, навыков, мы это все понимаем, которые обеспечивают выполнение профессиональной деятельности. Оценка квалификации. Что такое вообще квалификация? Это процедура, подтверждающая соответствие квалификации. А квалификация – это качество. В первую очередь качество специалиста, качество работника. И я считаю, что это когда человек себя ценит, когда это качество, ну, значит, жизнь будет лучше у всех у нас. Но мы являемся экзаменационным центром ПРИЦОК-специалист. Вот, пожалуйста, посмотрите, вот здесь ссылка. Номер, совет по нам СПК 030, номер наш. Мы работаем в сфере безопасности труда, социальной защиты и занятости населения. Вот если вы выйдете вот на этот сайт, тут, в общем, написано, как сделать любой ЦОК, какие требования предъявляются к организаторам, которые хотят создать центр оценки квалификаций. Вот здесь вот все есть. Какие требования к экспертам? Где обучиться эксперту, если мы хотим организовать какой-то центр оценки квалификации в нашей республике. Мы являемся экзаменационным центром. Наша площадка 783. Регистрационный номер вы видите здесь на экране. Пожалуйста, запишите. Зарегистрировались мы в апреле 2019 года. Проводим работу по организации и проведению профессионального экзамена в целях независимой оценки квалификации на соответствие профстандартов. Но в данном случае обязательный профстандарт специалиста по охране труда работников. Вот, пожалуйста, посмотрите. Специалист в области охраны труда. Вот эти вот номера по стандартов и номера квалификаций официальные. Ну и специалист по оказанию государственных услуг в области занятости населения. Регистрационный номер тоже 860. Это все вы можете увидеть. Если вы выйдете на сайт, если вы напишите в любом поисковике ЦОК-специалист, вы там все это увидите. С чем я хочу вас... Ну, что выходим... То есть я хочу рассказать про наши специальности, про нашу работу. К сожалению... Может, интересно будет узнать... Все это понятно, все это, да, это... Как вы проводите сам экзамен? С чего вот, я начинается? и хочу про него рассказать, про сам экзамен. Вы выходите на ЦОК-специалист, вы там смотрите, то есть на того специалиста, вернее, на тот ЦОК, который вам нужен в системе, в Совете профессиональных квалификаций.
есть заявление. Пишем заявление. Вот так, это примеры у меня теоретического экзамена. Значит, здесь не убрали то заявление, которое было, к сожалению. Не, но оно есть. Но оно есть на сайтах тех ЦОКов, которые вам необходимы по профессиональным квалификациям. Пишем заявление в Центр оценки квалификации. Заявление, то есть вы подаете либо в Центр оценки квалификации, который переправляется в экзаменационный центр в любой, либо в экзаменационном центре мы пишем заявление, форма есть на сайтах Центров оценки квалификации. И приходим в центр, у нас 3 эксперта, 1 эксперт технический. Мы вам проводим, когда вы приходите, назначаем время, график у нас есть, графики у нас висят на сайте. И графики имеются, можно посмотреть на сайте ЦОК-специалист, если вы... Ну, я про наш ЦОК говорю, про наш центр. Вам проводит... Значит, у нас помещение 2 камеры обязательно. Мы вам проводим инструктаж непосредственно по пожарной безопасности, по охране труда. Определяемся со временем, когда вы приходите. Вам дается час на экзамен и... Это по норме так честно? Да, час. Ну, в зависимости от того, какой уровень? Да, какой уровень квалификации, какой сложности уровень квалификации. В зависимости от этого и какие оценочные средства. Ну, в основном час в среднем, 80%. Это, если вы на 80% ответили заданий, то экзамен будет считаться уже сданным. Я хочу вам предложить примеры оценочных. У вас нет образец, допустим, профессионального стандарта вот работников? Есть, но вот здесь там нет. Есть профессиональный стандарт, но это можно... Где взять оценочные средства? Вот смотрите, примеры заданий для теоретического этапа. Вот это одна половина теоретическая, этап по теории и практические вопросы. Я здесь для специалиста по охране труда показала. Например, выберите правильный ответ на вопрос. Имеет право специалист по охране труда организации предъявлять руководителям подразделений предписания об устранении нарушений требований охраны труда. И нужно выбрать ответы. То есть вы работаете сами, работаете на компьютере, выбираете правильный ответ из этих. У вас есть на это время. Так. То есть вот здесь я вам показала 2 вопроса, которые бывают по теории приблизительно. В основном это есть все в профстандарте специалиста по охране труда. Примеры заданий есть на сайте в ЦОКах на СПК. Нет, ну там же в профстандарте ответов нет, там просто что он должен знать и уметь. Там в профстандарте, что он должен знать и уметь. А есть на сайтах, когда мы готовимся к экзамену, можно... Вот даже сейчас я покажу. Задание, критерии оценки. А что, не записала, что ли? Я же сайт хотела показать здесь. Вот до конца у вас? Сейчас, подождите, где-то. Нет, все, нет. Ну, дело в том, что важная информация исчерпывающая есть у вас. У меня есть информация исчерпывающая. Можете позвонить, можете в Печоре, если приехать. Ну, смотрите. Пример задания на выполнение трудовых функций действий в реальных или модельных условиях для практического этапа профзадания. Что в задании? Типовое задание. Например, расследовать несчастный случай. Ну, это для специалиста по охране труда, для руководителя. Но это полезно даже и для руководителей организаций.
Трудовая функция. Вот по профстандарту она вот под этим номером идет обеспечение расследования и учета несчастных случаев на производстве. То есть должна быть функция соответствовать тому уровню квалификации, которую мы испытываем обязательно. Дальше. Регулирующие нормативные правовые акты. Это Трудовой кодекс. Условия выполнения задания, место, время выполнения заданий. Например, центр оценки квалификации или экзаменационный центр. Это все прописывается. Максимальное время выполнения задания 60 минут, как я уже сказала, час. Максимальное время. Вы можете покороче его сделать. Ну и условия выполнения – это Трудовой кодекс Российской Федерации конкретно к этому заданию. Только в печатном варианте мы вам его выдаем, этот кодекс. Ну, калькулятор, расходные материалы, бланки, акты, формы. То есть вы здесь, это вот уже практическое задание, которое вы заполняете в нашем центре в присутствии экспертов. Но эксперты не имеют права с вами разговаривать. Всю конфиденциальную информацию мы, естественно, храним про вас, когда мы заполняем заявление. Вот. Ну, все сразу идет на сервер. Все сразу идет, да. То есть у нас... Вы никакого влияния не имеете. Мы никакого влияния не имеем. Мы принимаем соискателя, мы обеспечиваем материалом, местом, как уже там написано, все мы это обеспечиваем. Обеспечиваем порядком, тишиной, комфортными условиями для работы. Обеспечиваем, назначаем место, время, когда он может прийти. До того, как он придет. Сколько участников могут сразу соискать? У нас сразу могут одновременно 4 участника. 4 человека. 4 человека. Но, к сожалению, пока еще у нас вот сколько, с 2019 года, 1,5 года нет ни одного заявления. Вот я хотел к этому подвести. Нет ни одного заявления. Вот мы были, я в этом году, в феврале месяце была на форуме труда, и у нас было совещание нашего СПК, и там учебные курсы были в Санкт-Петербурге. И мы спрашивали, а сколько вообще, вот как специалисты по охране труда, работники центров занятости по Российской Федерации, сколько вообще имеется заявлений, сколько прошли независимую оценку квалификации таких специалистов. К сожалению, 15% это максимум Российской Федерации. Хотя обязательность вот для специалиста по охране труда, правда, сейчас вот Трудовой кодекс поменялся, Вячеслав Петрович тут сказал, что закон уже сейчас... Ну, надеемся, вот сейчас будет проходить форум в начале декабря, и вообще планируется, я прошу прощения, добавление скажу, что планируется изменение в закон 238, где будет меняться, ну, сама процедура-то, конечно, она останется то же самое, но в части обязательности прохождения независимой оценки, мне кажется, это будет 100%, потому что... Ну, не вот, всех специальностей, наверное, нет, ну, это понятно, там... Ну, вот смотрите, категории работников, для которых установлены требования квалификации. Вот то, что говорил Владислав Петрович сейчас, авиационный персонал. То есть работа связана с опасностями и с конкретными знаниями и статьи Воздушного кодекса. Адвокаты. Вот эти вот законы. Аудиторы. Вот эти вот профессии обязательны в соответствии вот с этими законами. Водители организаций, которые осуществляют перевозки автомобильным и городским наземным электрическим транспортом. К сожалению, вот приказ есть, а работы нет. Специалисты и медработники по оказанию... Дело-то в том, что здесь уже дальше... Это вот профстандарт, да, это категория работников, но тут на каждую категорию вот конкретных квалификаций, конкретных предприятий, на каждую категорию это несколько профстандартов, не один. Как бы они соединены в одну группу. Главбухи в публичных обществах, страховых организациях, акционерных инвестиционных фондах и так далее. У вас эти таблички есть? Главбухи кредитных и некредитных финансовых организаций.
Государственные, гражданские и муниципальные служащие, работники, заняты на подземных работах, которые на работах заняты с химическим оружием, непосредственно связаны с движением транспорта, в том числе и водного, медиаторы, медики и фармацевты, нотариусы, научные работники. Но в нашей республике ведь очень много охранников, ну, педагоги, понятно, да? Ну да. Вот эти категории работников, они обязаны уже сейчас, на сегодняшнее, на текущее время, они обязаны проходить независимую оценку квалификации. Так что работы у нас с вами, господа, очень много. Скажите, Александр, а вот, ну хорошо, не заявились. Я понимаю, что Печора Ну, город такой, А мы же принимаем со всей северный. республики. А? Мы же со всей Нет, республики. то, что принимаете со всей республики, понятно, да, это, я, собственно говоря, мы рассчитывали, что все-таки вот, ну, административный там город, столица Сыктывкар, да, и, казалось бы, финансовых работников открывали ЦОК финансового рынка. Никто же не рассчитывал, что будет. Естественно, есть финансисты и бухгалтера и в Печоре, и в Воркуте, и в Инте, и непонятно где. Да. Кроме того, мы уже знали, центра оценки квалификации нет ни в Ямало-Ненецком, нет в Архангельске. То есть они могут к нам сегодня это самое, и мы им предлагали свои услуги в части в этом. Вот. Но даже больше активности проявляют, я вам скажу, другие регионы, чем у нас это самое. Дело в том, что, Ну, вот смотрите, ЦОК-специалист находится в Москве, на улице Парк, на самом деле. я знаю. Вот. А мы центр оценки квалификации. И если мы выйдем на ЦОК-специалист, это я вот говорю про наш экзаменационный центр, ЦОК у нас 1 и 72 экзаменационных центра по всей России. В республике мы одни. Но ведь также можно сделать и по городам. То есть экзаменационные Конечно. центры, надо обучить экспертов и создать экзаменационные центры. И то, что вот те вот сейчас, кто присутствует при нашем совещании, ну, надо, наверное, какую-то позицию гражданскую Ну, вы видите, иметь. учитывая да, фактор времени, что мы работаем часто, это самое, ну, нас как бы пока еще никто не трогает, не выгоняет. Единственное, что хотелось сказать, вот не для впечатления там присутствующих и так далее, да, все-таки рано или поздно, если вот это сейчас произойдет по поводу части каких-то изменений в закон, да, Ну, 238, трудовой кодекс должен измениться. вот, и в Трудовом кодексе, естественно, будут определенные там изменения, дополнения, да, то тогда придется настигать очень быстро и много и сразу. Да? Вот. И Согласна. вообще бы хотелось вот как бы пожелать и, ну, в основном, я понимаю, что сейчас в период пандемии там мысли другие, конечно, как выжить производство, как спасти организацию, предприятия и так далее, да, как сохранить рабочих. Я считаю, что кадровые службы должны все-таки помочь, основательно помочь, помогать своим руководителям и быть постоянно в цейтноте и понимании вот этого момента, процесса. Потому что когда это начнется уже, ну, собственно говоря, основательно, тогда времени будет мало, тогда можно делать очень много ошибок. Поэтому я думаю, что это вот сейчас, и я предлагал главе республики, обращался к нему по открытию агентства по развитию квалификации, это организация, которая будет иметь больше возможности, так сказать, своих ресурсов. В том числе там, может быть, будет еще и повышение квалификации, вот пока Нет, ну это вообще-то, вот понимаете, там подменять какие-то институты, которые... Оценка, повышение. Нет, оценка квалификации это вы. Да? Сегодня задача, вот, ну, условно наша, как бы сконцентрировать все эти моменты. Вот создается ЦОК. Да. Ведь мы, когда создавали в 2017 году первый по сварке, да, все мы были, ну, упирались в стену непонимания чего-то, да, и незнания этого момента. Но когда мы все это сконцентрировали, и Республиканский методический центр, и вот это АНОНАКС, который по сварке был, да, Кожукала Анатолий Владимирович, руководитель. Вот. И мы приглашали сюда и руководителей СПК, они были здесь, в этом здании. И мы это дело все, как бы, они проходили
апробацию своих мастерских, там и все прочее, рабочих мест, открывали классы. Все это делали совместно. И ему было легче, естественно, самому этому Анундаксу. Вот. И мы были в центре событий и так далее. То же самое происходило и по Центру оценки квалификации финансового рынка. Вместе с руководителем поехали в Москву. Я познакомил руководителя с директором СПК финансового рынка, вице-президент Союза промышленников России. Поэтому как-то так это все в кучу. И когда это было совместно все, оно было и легче, и мы понимали, и даже вот мы участвовали. И вот там в пилотном проекте Геонок все, и мы были, и ездили на форумы, на конференции в Москву, и слушали, и учились. И у нас экспертов достаточно по части экспертов Центра оценки квалификации экзаменационных центров. Есть такая учебная программа в НАРКе. Вот. Ну, в общем, короче, работа непочатый край. Я считаю, что если сегодня для кого-то польза это будет, если какие-то моменты будут, какие-то вопросы будут возникать, вот, я думаю, что мы можем быть в центре этих событий, помочь, и кто решится сегодня это самое. А так, вообще-то, в принципе, где пройти оценку квалификации, по каким профессиям, я считаю, что если вы к нам обратитесь, если такая у вас возможность есть, и вы хотите это сделать, то мы вам окажем всяческую методическую организационную поддержку. Спасибо вам большое. Если вопросы есть, обращайтесь к нам по каналам, на наш сайт, есть телефон, будьте любезны. Спасибо всем. Спасибо. До свидания. Всего доброго вам. Берегите себя. Ну, чё? Дело в том, что, может быть, даже, смотрите, вот мы экзаменационный центр, да? Я вот когда сейчас была на форуме, когда подходила, спрашивала,